Мендет, дорогие друзья, и вот сегодня мы добрались до золотой середины нашего курса, до 10-го урока калмыцкого языка. Надеюсь, что эти 10 уроков были полезными для вас, и вы сумели посредством этих уроков освоить азы родного языка. На прошлом занятии, если говорить о повторении пройденного, то мы вместе с вами изучили прежде прошедшее время. Оно обозначает действие, которое совершилось до момента речи и которому предшествовали другие действия или оно предшествовало другим действиям. Оно образуется посредством присоединения к основе глагола, или, если прям совсем по-простому говорить, к слову, обозначающему какое-то действие, к основе этого слова, обозначающего какое-то действие, вот таких вот окончаний «ла» и «ля». Давайте рассмотрим примеры. Бакше, бакше, мы знаем, что это учитель. Бакше, кövünde, kövünde, kövünde. Kelle, kelle, kelle. Bakşı kövündü kelle. Bakşı kövündü kelle. Bakşı kövündü kelle. Учитель говорил мальчику. Учитель говорил мальчику. И надо отметить еще, что многие старики-калмыки, как я уже говорил на предыдущем занятии, говорят, что вот это прежде прошедшее время имеет вот такую особенную коннотацию. Эта коннотация заключается в том, что говорящий этот человек был либо свидетелем этого события, того, кто кто-то что-то делал, либо он был свидетелем того, как кто-то говорил, что некто делал определенные действия. Итак, бакши кövünde kelle. Я видел или я слышал то, что учитель говорил мальчику. Тиры цакты. Тиры, это мы знаем тот или то. Тиры цакты, это значит в то время. Тиры цакты чи Москвады. Москвады, это значит в Москве. Йовлач. Йовлач. Тиры цакты в то время. Чи Москвады йовлач. В то время ты находился в Москве. Именно не просто находился, но ходил как бы по Москве. И дословно мы на русский язык можем это перевести как находился в Москве, где глагол ходить, находиться или йовх, тоже они будут, в общем-то, похожи между собой. Тиры цакты чи Москвады йовлач. Тиры цакты чи Москвады йовлач. Тиры цакты чи Москвады йовлач. Повторяйте эти предложения короткие следом за мной. В то время ты находился в Москве. И еще один пример. Би, это, как мы знаем, я. Джолачы. Джолачы, это шофер, водитель. Üzlev. Би джолачы üzlev. Би джолачы üzlev. Ни в коем случае не забывайте, что в первом лице и во втором лице местоимения, то есть би или чи, мы будем использовать особые показатели лица, в данном случае йовлач, в этом случае üzlev, для того, чтобы объяснить, кто это делал. Я это делал, ты это делал или еще что-то было. Итак, давайте еще раз вместе повторим. Bakşı kövünde kelle. Bakşı kövünde kelle. Бакши кövünde kelle. Учитель говорил мальчику. Я видел это, я был свидетелем этого. Или я слышал о том, что учитель говорил мальчику. Тиры цакты. В то время чи Москвады йовлач. Тиры цакты чи Москвады йовлач. Тиры цакты чи Москвады йовлач. В то время ты находился в Москве. Би — это первое лицо. Джолачы üzlev. Би джолачы üzlev. Би джолачы üzlev. Как мы понимаем, здесь, так как винительный падеж у нас обозначает предмет или объект действия, джолачы мы можем сказать без всяких окончаний, либо мы можем сказать джолачыг üzlev. Би джолачыг üzlev.
Как мы это будем говорить, разницы нет. Самое главное, что смысл будет оставаться прежним. Би джолачу изляв, би джолачгу изляв. Я видел водителя. Ни в коем случае, я еще раз повторяюсь, не забывайте, что в первом и втором лице предложения после глагола мы обязательно ставим показатель лица. В первом лице би это будет в, а во втором лице терецакта чи, Москва да йовла ч. Вот здесь обязательно. В третьем лице бакши кövünde келле мы никакого лица не ставим. Дорогие друзья, кроме того, что мы изучили прежде прошедшее время, на прошлом занятии мы также изучили два важных для нас наклонения. Первое из которых это валитативное наклонение. Бояться этого названия не надо, так как это наклонение образует призыв к другим людям, ко второму лицу или к группе каких-то лиц, что-либо сделать. Давайте приведем примеры. Прежде чем привести примеры, наверное, нужно сказать, что оно образовывается посредством присоединения к основе глагола вот таких вот окончаний. И, я. И, я. Делигюр, как мы помним, это магазин. Делигюрт, это в магазин. Одый. Делигюрт, одый. Делигюрт, одый. Делигюрт, одый. Давайте пойдем в магазин. Делигюрт, одый. Давайте пойдем в магазин. И на мягкое, если отх это у нас было и рекшектаюга, то давайте посмотрим, как же будет и мы экшектаюга. Хоты бельди, дельгюртоды, хоты бельди. Бельтх, как мы знаем, это готовить, хоты это пища, хоты бельди. Давайте приготовим пищу. В равной степени можно точно так же, причем в некоторых калмыцких диалектах это очень четко соблюдается до сегодняшнего времени, можно говорить не одый и бельди, а одия, бельдия. Ничего страшного в этом не будет, в зависимости от того, кто в каких местах находится и где говорят по каким-то определенным диалектам, вы можете ориентироваться и использовать эти формы. Дельгюрты оды или дельгюрты одия, хоты бельди или хоты бельдия. Это два варианта, которые длительное время уже у разных калмыцких племен имеют место существовать достаточно долгое время, а потому говорить о том, что это правильно или неправильно, не стоит. Самое главное, что вот эти формы, литературные именно формы, это оды и бельдей в современном калмыцком языке, а диалектные, но весьма широко используемые формы, это одия, бельдия, бичья, умшья и так далее. Это нужно просто запомнить, а у тех, кто не использует те или иные формы, просто, наверное, опираться на те формы, которые, собственно, используются в вашей местности, там, где есть еще существуют носители калмыцкого языка. Второе наклонение, которое мы с вами вместе изучили, это предостерегательное наклонение. Оно выражает опасение, как бы что-то не свершилось, и образуется посредством присоединения к основе глагола двух окончаний «вза» или «взя». «Иры экшектаюгды вза», и «мы экшектаюгды взя». «Иры экшектаюгды вза», и «мы экшектаюгды взя». Давайте приведем примеры. Та тердектор умшевзат. Та тердектор умшевзат. Та тердектор умшевзат. Как бы или хоть бы, лишь бы вы не прочитали эту книгу, ту книгу, прошу прощения, та тердектор умшевзат. Как бы вы, или лишь бы вы, или хоть бы вы не прочитали эту книгу, не читайте, пожалуйста, эту книгу, вот такое имеет оно смысловое значение. Или, например, такой пример. Му-цак, му, как мы знаем, это плохой, цак это время, му-цак и ревзя. Хоть бы не пришло плохое время. Муцак и ревзя, муцак и ревзя, муцак и ревзя. Хоть бы не пришло плохое время. Та тердектрум шевзат. Хоть бы вы не прочитали эту книгу, не смейте ее читать. Муцак и ревзя. Хоть бы не пришло плохое время. Вот такие два наклонения мы изучали с вами на прошлом занятии.
Дорогие друзья, кроме наклонений, на прошлом занятии вместе с вами мы изучили также и числительные. В принципе, эта тема достаточно проста, а потому заучивать или запоминать ее нужно только исключительно вам. Чтобы напомнить о том, какие числительные есть у нас в калмыцком языке, давайте бегло их повторим, быстро совершенно, не задерживаясь на них, для того, чтобы перейти к новой теме. А просто вспомним их до предела, наверное, до 5 числа. Первые числительные, которые, собственно, есть в любом абсолютно языке, это числительные количественные. Это 1, 2, 3, 4, 5. В калмыцком языке это будет неген, хойер, гурвун, дервун, тавун. Это нужно просто заучивать, запоминать и привыкать к тому, что числительные бывают не только в русском, английском языке, но и в калмыцком языке, и их запоминать, просто-напросто запоминать. Следующие числительные — это порядковые. Они образуются посредством присоединения основы числительному к основе числительного суффикса «гч». Нег, дыкч, хойер, дыкч, суффикса «дгч». Горву, дыкч, дерву, дыкч, таву, дыкч и так далее. Порядковые — это значит первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Собирательные числительные — это значит те числительные, которые обозначают определенную группу. Итак, один мы не будем уже говорить, поэтому хойр у нас образуется посредством присоединения суффикса хоюрн, а все остальные будут образовываться посредством присоединения, то есть вдвоем, а все остальные будут образовываться посредством присоединения суффикса лн. Итак, давайте посмотрим. Хоюрн вдвоем, гурвулн втроем, дервюлен вчетвером, тавулн впятером. И так далее. И есть разделительные числительные, то есть которые определяют, какое количество чего-то должно заходить куда-то. Например, мы заходим к врачу или в кабинет куда-то, и нам говорят, заходите по двое, по трое, по четыре и так далее. Давайте-ка посмотрим, как это будет. А это вид числительных образуется посредством присоединения к основе числительного вот таких вот окончаний. Ат или эт в соответствии с тем, ирекшиктаюгу это или инекшиктаюгу. Итак, неджет, то есть, значит, по одному, хошат по два, гурват по 3, дервет по 4, тават по 5 и так далее. Таким образом, пожалуйста, запоминайте числительные так, чтобы во время вашего сна вас кто-то разбудил, и вы могли сказать, как по-калмыцки будет 4, 5, 6. А вообще, на самом деле, эта тренировка достаточно проста. Нужно просто некоторое время обозначать все то, что вы видите у себя хотя бы в голове, числительными калмыцкого языка, и так они запоминаются очень-очень быстро. Когда я был маленький, бабушка мне всегда говорила: «Сандылды кеду көлбяне», то есть сколько ножек есть там у стула, стул кеду көлтев. Она так вот говорила. И я ей отвечал на калмыцком языке, это достаточно легко запомнилось потом и в последующем не приносило никаких сложностей при произнесении или моментальном воспроизведении наших числительных. Сегодня, уважаемые друзья, давайте начнем новую тему. И эта новая тема будет касаться множественного числа в калмыцком языке. Эта тема достаточно непростая, а потому прошу вашего особого внимания. Итак, первое, во множественном числе существуют особые суффиксы. В каждом из слов они будут несколько отличаться друг от друга. И вот этот вот принцип образования множественных чисел будет необходимо запомнить. Но прежде чем об этом говорить, нужно сказать, что неисчислимые существительные всегда используются в единственном числе. В единственном числе используются не такие, например, неисчислимые существительные, как усн, это вода, усн, 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 вода, будет неисчислимым. Мы можем сказать там: поехали на минеральные воды или в минеральные воды в русском языке. В калмыцком этого не будет. Мы будем всегда говорить усн в единственном числе. Үсн, молоко, тоже будет оставаться в единственном числе. Шикр, сахар, тоже будет оставаться в единственном числе всегда, независимо от того, что бы мы с вами не хотели сказать. Үсн, усн и шикр
и другие также слова, их достаточно много, неисчислимые, они будут всегда образовывать только одно единственное число. Точнее, будут оставаться всегда в единственном числе. Отвлеченные понятия, которые обозначают качество, действие или состояние, тоже будут всегда в единственном числе. Если в русском есть слово «мысль» и «мысли», то в калмыцком это всегда единственное число. Ухан, разум, всегда в единственном числе. Санан, мысли, воспоминания, тоже всегда в единственном числе. Юнен, правда, истина, тоже будет всегда в единственном числе, потому что много правд — это уже не истина, это лишь какие-то ее интерпретации. Те же слова, которые у нас, как мы уже знаем давно, оканчиваются на букву «н», когда они будут образовывать множественное число, то буква «н» будет меняться на букву «д». Кövün — это мальчик или сын, во множественном числе будет кövüt, кövüd, «д» здесь будет стоять. Кövün, кövüt, кövün, кövüt, кövün, кövüt. Мальчик, мальчики, мальчик, мальчики, мальчик, мальчики. Кövün, кövüt. Кükün — девочка или ребенок. Кüküt — девочки или дети. Кükün, кüküt. Кövün, кövüt, кükün, кüküt. Все согласные, точнее все слова, которые оканчиваются на все согласные, кроме г, м, б, в и н, г, м, б, в, н, г, м, б, в, н, будут во множественном числе образовываться посредством присоединения суффикса мют или мут. Оср, как мы знаем, это шнурок. Буква «р», на которую оканчивается это слово, отсутствует в списке тех, которые кроме г, м, б, в или н. Оср, осрмут будет. Оср, осрмут. Ну, в данном случае, если мы говорим о шнурках с пары обуви, то есть с правого и левого там башмака, то мы не можем говорить на них осрмут. Это будет оср, потому что это пара. Осрмут — это огромное количество шнурков, такая вот крупная приличная гора, из которой нужно выбирать себе или что-то делать. То есть оср и осрмут — это не шнурки с одной пары обуви. Осрмут — это не шнурки с одной пары обуви. На одной паре обуви они будут называться единственным числом оср. Или, например, слово «ükr». Как мы знаем, это корова. «Ükr» — это корова, а потому «ükрмüt» будет коровы. «Ükr», «ükрмüt», «ükr», «ükрмüt», «ükр», «ükрмüt». Таким образом, как мы уже запомнили с вами, неисчислимые существительные всегда в единственном числе, отвлеченные понятия, обозначающие качество, действие или состояние, всегда в единственном числе, слова, которые оканчиваются на букву «н», во множественном числе приобретают букву «д», «кövün», «кövüt», «кükün», «кüküt». Согласные, все согласные, на которые оканчиваются слова, кроме «г», «м», «б», «в» и «н», будут иметь окончание «мют» или «мут». Те же слова, которые оканчиваются на буквы «г», «м», «б», «в» и «н», приобретают суффикс не «мут», а «ут» или «ют», в зависимости от того, какое это слово. «Ирекшикта» или «имекшикта». «Ирекшикта» «югд» «ут», «имекшикта» «югд» «ют». Давайте приведем примеры. «Бичик» — это письмо или запись какая-то. «Бичгют» — это письма или записи. «Бичик» — это одно письмо или запись. «Бичгют» — это много писем или записей. «Савынг» — это мыло, как мы помним. «Савынгут» — это как бы множество кусков мыла. Ну, так, конечно, никто не говорит. «Савынг» — это «савынг». Кстати, если слово оканчивается на букву «н», то к нему еще добавляется вот эта вот интервокальная буква «г». Поэтому «савынгут» мы будем говорить уже букву «н», произнося более четко и добавляя к ней букву «г». Мы все прекрасно помним такие слова, как «манр» или «танр», которые как раз-таки подчеркивают уважение к тем, к кому обращается человек. Так вот, вот этот суффикс «нр» в профессиях или обозначениях родственников или близких людей точно так же используется. ИМЧ — это врач. ИМЧ — это врач. Я напоминаю вам, мы уже это слово много раз встречали в наших уроках. ИМЧ
то множество врачей или врачи будет эмчнр. Бакши – это учитель, то множество учителей будет бакшнр. Давайте рассмотрим близких родственников. Иджи – это мама или бабушка. Соответственно, во множественном числе, так как это очень близкий нам, уважаемый, почтенный человек, мы будем говорить иджнр. А ав – это дедушка или отец, будет точно так же образовывать выражение авнр. Если мы уже хорошо знаем такое слово, как недж, друг, знакомый, тот, кто с нами вместе на протяжении длительного времени, то мы тоже будем говорить неджнр. Таким образом, күндте неджнр, уважаемые друзья. Мы давайте запомним эту фразу очень хорошо, потому что начиная с 11 урока я буду обращаться и включать в свою речь все больше и больше калмыцких фраз, которые мы уже знаем, исходя из предыдущих 10 наших уроков. Если же слово оканчивается на гласную, такое как ноха, гаха, хорошие примеры, много раз приводимые мною на этих занятиях, то к ним будет добавляться суффикс множественного числа «ыс». Нохас будет ноха, нохас. Ноха – это собака, нохас – это собаки. Ноха, нохас. Гаха, гахас. Ноха, нохас, гаха, гахас. Собака, собаки, свинья, свиньи. В некоторых калмыцких диалектах можно еще услышать такие выражения. Кюкус, кювюс – это уже диалектные формы, которые имеются только в определенном месте, поэтому и они не являются литературными нормами как тудубичик, так и в современном калмыцком языке. Знать их надо, но там, где люди поймут вас, нужно говорить на литературной норме, не зная, откуда человек родом. А если же вы находитесь в своей родной местности, где так говорят все вокруг, то ничего страшного не будет в том, что если вы будете говорить кюкус, кювюс, даже еще говорят маднус, биднус, такие есть выражения. Ну, если уж они есть, то это, наоборот, украшает калмыцкий язык таким большим количеством диалектов. А потому я обращаюсь ко всем к вам с тем, чтобы вы не презирали свои диалекты, не относились к ним пренебрежительно, а как можно больше сохраняли этих особенностей в разговоре со своими соплеменниками, а выходя уже на общую аудиторию по отношению ко всем калмыкам, старайтесь говорить на более приближенном к литературному языку, потому что это будет показывать вашу образованность и вашу любовь к нашему родному языку. Последний суффикс, о котором следовало бы рассказать сегодня вам, это особый, устаревший в современном калмыцком языке суффикс множественного числа, который не так часто используется в нашем языке. Признаться честно, при подготовке этого урока я думал, давать его или не давать, и потом в конце концов решил его дать, так как связи нас, современных калмыков, живущих в республике Калмыкия и за ее пределами с нашими родственниками, живущими в Западной Монголии, в Синьцзяне, Алашане и в других местах, крепнут день ото дня, а потому этот суффикс следует знать всем тем, кто будет изучать калмыцкий язык вместе с нами, а потому давайте рассмотрим его. Это суффикс чут или чут, он устаревший. Практически сегодня он употребляется лишь с некоторыми словами, но тем не менее там, на востоке, где живут наши с вами единокровные братья, айраты Синьцзяна, Монголия, Алашаня и так далее, он используется гораздо шире, чем у нас в Калмыкии. Поэтому я думаю, что вам будет очень интересно и важно узнать его. Давайте представим себе слово «монгол». «Монгол» — это «монгол». Вот оно. «Монгол», «монгол», «монгол». Повторим его и представим, где же находится неясный гласный. Вот он где находится у нас. Монгол. Если же монгол, это может быть и один человек, и, собственно, вообще вся Монголия вместе с ее жителями, землей, горами и всеми остальными явлениями, то монголчут — это конкретная группа монголов будет. Монголчут, монголчут, монголчут. То же самое будет происходить со словом айрат. Я напоминаю еще раз вам, что айрат произносится как ырыт, а не ырде. Ырыт во множественном числе, обращаясь к какой-то крупной группе айратов, вы можете смело сказать ырытчут, ырытчут, ырытчут.
это будет значить айраты. В калмыцком языке, в современном, оно сохранилось лишь в некоторых словах, например, слово баг. Баг — это молодой, юный. Баг — бахчут. Бахчут — это молодежь. Баг — молодой, юный. Бахчут — это молодежь. Ик — это большой, крупный. Икчут — это значит большие, старшие по возрасту. Те, кто старше, те, кто больше. Баг — бахчут, ик — икчут. Еще раз давайте повторим все слова эти. Монгол — это монгол. Монголчут — это монголы. Өрт — это айрат. Өртчут — это айраты. Баг — это юный, молодой. Бахчут — это молодежь. Ик — это большой. Икчут — это старшие по возрасту. Таким образом, мы изучили сегодня множественное число существительных калмыцкого языка. Надеюсь, что эта тема была для вас не очень сложной, а потому, если у вас возникнут вопросы, вы можете писать их в комментариях к этому видео. Сейчас же мы перейдем к следующей теме, которую должны изучить на нашем 10-м уроке. Друзья мои, давайте сейчас изучим склонение некоторых местоимений, которые при склонении в разных калмыцких падежах, которые все мы с вами уже изучили, приобретают такие особые, в грамматике они называются суплетивные формы, отличные от исходной формы. Потому давайте сейчас это изучим, ведь это будет важно для составления правильных, красивых, четких калмыцких фраз. А потому давайте рассмотрим первое местоимение первого лица «би» или «я». В именительном падеже это будет «би», в родительном падеже это будет «мини». Отношения между «би» и «мини» я вам уже рассказывал на предыдущих занятиях, и сравнивая с тюркскими языками, в некоторых из которых слово «би», «бен» — это «я», а в некоторых «мен» — это «я», где «би» и «мини» еще как-то более можно понять, тогда как в винительном падеже, в калмыцком языке, существительное местоимение, прошу прощения, «би» будет «намаг», «намаг», то есть «меня». Би, мини, в винительном падеже уже намаг, намаг, повторяйте его, намаг, то есть меня. Например, не берите меня с собой в школу, будет значить намага там и так далее, и так далее, и так далее. В дательном местном падеже будет уже нанд, нанд, нанд. Мы видим, что падежные окончания присоединяются к основам этого местоимения, однако само местоимение «би» потом превратилось в «мини», а потом «намаг», а теперь «нанд». «Нанд» — это «мне» уже. В орудном падеже, то есть «мною», будет звучать как «нанар», «нанар», «нанар». В исходном падеже, то есть «от меня» или «у меня», возьмите «у меня», например, на нас будет, на нас, на нас. В соединительном падеже, то есть вместе с кем-то, будет нанла, то есть со мною вместе в равных, одинаковых ролях я и еще кто-то, нанла. В совместном падеже, где в данном случае я будет чуть ниже стоять, чем кто-то, будет нанта. В направительном падеже это будет нанур звучать. Представьте себе, би в именительном падеже, в родительном падеже мини, в винительном падеже намага, например, намага сонгс, слушай меня. В дательном местном нанд, в орудном падеже нанар, то есть кем-то, чем-то сделать что-то, мною сделайте там это дело. Исходном падеже нанас, возьмите у меня, будет звучать на калмыцком нанаса аутын. Например, уха нанаса аутн. Берите знание от меня. Конкретно это будет звучать. По-русски это будет переводиться как берите знание там, или разум у меня, разумение. В соединительном нанла вместе со мной. В совместном нанта со мной, ну где я буду стоять ниже, чем тот, кто в этой речевой конструкции будет играть более высокую роль. И на правительном нанур. Нанур иртн. Приходите ко мне. Давайте приведем с этим примеры. Би йовнав, например, мини диктор,
Намагы сонгстын, слушайте меня. Нанды өктын, дайте мне. Нанар кетын, сделайте мною. Нанасы аутын, возьмите у меня, от меня. Нанла йоутын, отправляйтесь со мной. Нанта суутын, сидите со мною, но где я буду ниже положением, чем тот, к кому я обращаюсь. И нанур иртын, приходите ко мне. То же самое будет происходить, но в меньшей степени с местоимением второго лица. Чи. Чи – это ты в именительном падеже. Чини – это твой в родительном падеже. В винительном падеже уже будет чамаг. Чамаг. В дательно-местном будет чамд. В чамд. То есть тебе. О рудном падеже чамар, то есть тобою. В исходном падеже чамас. Чамас в исходном падеже. В соединительном падеже чамла, то есть вместе с тобой. В совместном падеже чамта, с тобой, но ты будешь меньше, чем значит, чем я. И в направительном падеже чамур будет. Это значит к тебе. Давай точно так же, как в случае с би, мини, намага, приведем такие примеры. Чи, йов, ты иди. Чини, диктор, твоя книга. Чамага, сурнав, тебя спрошу. Чамды, гнев, тебе дам. Чамар, кенев, то есть с помощью тебя сделаю. Чамаса, сурнав, у тебя спрошу. Чамла, йовнав, с тобой вместе пойду. Чамта, суунав, с тобой вместе посижу. Но ты уже сидишь, а я только пришел, потому твое положение будет ниже, чем мое положение именно в этой речевой конструкции. И чамуроднав, отправлюсь к тебе. Вот так образовываются эти местоимения. Это следует заучить и запомнить, потому что очень много ошибок делается именно в этом, когда начинают склонять по падежам местоимения. Я поэтому привел какие-то примеры для того, чтобы вы поняли, как же образовываются вот эти местоимения в разных падежах. Надо сказать, что во множестве калмыцких диалектов вот эти слова нанды, нанар, нанаса, нанла, нанта, нанур произносятся вместе буквы «н» с буквой «м». То есть намд, намар, намаса, намла, намта, намур. Это диалектная форма в литературном калмыцком языке. Следует произносить это именно как нанды, нанар, нанаса, нанла, нанта и нанур. В отличие, например, от слова чи и второго лица, то есть от местоимения чи. Поэтому, уважаемые друзья, пожалуйста, запоминайте это, заучивайте это, потому что вот с помощью вот этих местоимений вы будете образовывать большие речевые конструкции. Это следует знать. Друзья, в калмыцком языке существует особая, их вообще существует достаточно много, но есть особая возвратная частица, которая практически всеми носителями языка употребляется неизменно и постоянно. Эта возвратная частица имеет значение «свой». Она образовывается посредством присоединения к имени существительному или любому слову, обозначающему какой-то предмет или действие, вот таких вот особых окончаний. Ан, ан, и мы н. Например, слово диктор. Диктор, диктор. Диктрян будет свою книгу. Диктор — это книга, диктрян — свою книгу. Ögü. Диктрян ögü, диктрян ögü, диктрян ögü. Отдай, дай свою книгу. Диктрян ögü. Вот здесь она. Диктор, диктрян ögü. Диктрян ögü, диктрян ögü. Это значит отдай свою книгу. Вот эта вот частица «н», она как раз и будет подчеркивать, что это свою книгу нужно отдать. Представьте, в русском мы говорим такую большую конструкцию, в калмыцком мы просто к слову «диктор» присоединяем особое возвратное такое окончание, которое подчеркивает, что эта книга должна быть своей, нашей. Бакш — это учитель. Бакш — это учитель.
Бакшансонсы. 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 Слушай учителя своего. Слушай своего учителя. Слушай своего учителя. Дектренеге. Бакшансонсы. Посмотрите, как она работает. То есть из слова дектер, книга, которая не имеет хозяев, она делает твою книгу. Дектренеге. Отдай свою книгу. Бакшансонсы. Слушай своего учителя. В словах, которые оканчиваются на букву «н», буква «н» при соединении возвратной частицы выпадает, а потому слово «усн», например, это вода, с возвратной частицей будет звучать как «усан». Не «уснан», а именно «усан». «Усану» — пей воду. «Усан-у» — пей свою воду. «Усану» — пей в свою воду. Когда слово оканчивается на гласный или после выпадения буквы «н» в слове остается гласный, то между этими частицами должен вернуться знакомый нам уже интервокальный согласный «г», который стоит между двумя гласными. Ну, вот представьте, что получилось. «Ноха» и было бы «ноха-ан», что ли? Нет, конечно. Поэтому «ноха», «ноха-ган», «собака», «собаку», «ноха-ган беры», например. «Ноха-ган беры». Нохаган бере. Нохаган бере — это значит держи свою собаку. Я, например, захочу кому-то зайти, собака разлаялась, начинает бросаться на меня, и я говорю: нохаган бере, держи собаку свою собаку держи. Нохаган бере. Или вот такое слово кевün. Оно вроде бы оканчивается на букву «н», при присоединении возвратной частицы «н» должна выпадать, но остается гласная. И тут тоже возникнет у нас этот знакомый уже нам интервокальный согласный «г». Кевün, кевюрен, своего сына или своего мальчика. Кевюрен, здесь будет подчеркиваться именно свое что-то. Кевюрен сур, спроси своего сына, спроси своего мальчика. Кевюрен сур, кевюрен сур, кевюрен сур. Нохаган бере, кевюрен сур. Итак, давайте еще раз повторим. При присоединении к существительному особой частицы «ан» или «н», возвратной частицы, получается, у этого слова обретается новое значение «свое что-то». Дектренеге — отдай свою книгу. Бакшансонсы — слушай своего учителя. Усан-у — пей свою воду. Нохаган бере — держи свою собаку. Кевюрен сур — спрашиваю своего сына. Вот такая вот есть возвратная частица в калмыцком языке, а потому мы все должны ее запомнить. Есть их еще большое количество, но мы конкретно сейчас обсуждаем ее, и потому прошу вас всех запомнить, что у нас в языке имеется такая частица, и использовать ее при построении предложений. Уважаемые друзья, давайте не будем забывать, что все те примеры, которые мы приводим из урока в урок, нужно запоминать и по их примерам строить другие конструкции с этим связанные. Прошу вас всех, пожалуйста, не забывать об этом. И для того, чтобы достичь заветной цели овладеть разговорным калмыцким языком, с таким вот оттенком общекалмыцкого литературного языка, мы должны как раз-таки вот это все будем запоминать и с легкостью использовать в своих фразах, которые мы будем строить друг другу или кому-то еще. Друзья мои, по сложившейся традиции, в конце каждого урока мы изучаем новые слова. Сегодня я расскажу о очень интересных словах в качестве бонуса, так как мы постоянно погружены в какую-то грамматику, пусть и более просто объясняемую, но все-таки грамматику, а потому я расскажу о некоторых интересных словах. Первое слово — это слово «толе». «Толе», «толе». Повторяйте его. Все калмыцкие слова имеют окончание на последний слог. Поэтому не толь будет, а толе правильно произносится. Толе имеет главное значение зеркало. Второе значение, которое сегодня есть в калмыцком языке, это значение словарь. Как это образовалось? Дело в том, что у Чингисхана был внук Толуй, который был очень-очень похож на самого Чингисхана.
Когда его не стало, во всех монгольских племенах и народностях, которые проживали на территории Великого Улуса, было запрещено называть детей именем Толуй. Такая традиция существовала у древних монголов. А потому Толе, так как он был похож на Чингисхана, его называли Толуй, то есть зеркальное отражение самого Чингисхана, и об этом пишет академик Владимирцев, то слово «толе» у калмыков в значении «зеркало» забылось, но почему же оно обозначает слово «словарь»? Так как словарь есть отражение живого языка, то «толе» — это отражение живого языка, как зеркало, отражающего то, какой у нас язык, то есть только в записи. Поэтому «толе» — это первоначальное зеркало, буддийское зеркало и до сих пор называется «толе». И второе значение — это словарь, то есть отражение всего словарного состава языка. Вот такое очень интересное слово. А словом «толуй» или «толе» калмыки зеркало не называют в настоящее время. Второе слово, которое следует изучить, принадлежит одежде. Килик, килик, килик. Как мы помним уже в словах мягкорядных словах, в данном случае как это слово, буква «Л» всегда будет произноситься мягко, то есть иметь такой вот небольшой мягкий знак, который не отмечается на письме, но должен быть запомнен всеми нами. Килик — это рубашка. Килик — это рубашка. Шаловар, шаловар, шаловар. В некоторых диалектах говорят еще шалур. Шаловар, то есть буква «В» тоже переходит в букву «У». Шаловар — это штаны. Любые вообще штаны. Кстати, надо было сказать, что шалвар, само понятие штаны, придумали как раз-таки кочевые народы. Это носки. Следующее слово в калмыцком языке практически уже не употребляется. Хотя до революции в некоторых диалектах оно еще сохранялось, что отражается в старых словарях. Это слово «трусы». В некоторых диалектах, и, кстати, надо сказать, что до сегодняшнего дня в Синьцзянь, уйгурском автономном районе, где живут наши собратья синьцзянские айраты, словом «юмд» называются трусы. Есть еще одно слово, которое обозначает его. Это слово «дотаджи». Дотаджи. Дотаджи. Дотаджи значит что-то вот исподнее, нижнее какое-то белье, от слова «дота» — внутри. Мы это слово изучали. Юмд и дотаджи — это трусы. Вы можете принять эти слова, можете не принять и не использовать их, но эти слова в наших родственных языках есть. А потому я думаю, что будет важно, если вы будете тоже их знать или хотя бы держать в пассивном запасе. Следующее слово — это слово альчур. 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 Альчур — это платок, который носят на голове, или платок, которым мы вытираем лицо, можем сморкаться. Альчур — это платок. Еще одно слово — это слово зах. 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 Зах — это воротник. Зах, не зах, а именно зах. Кстати, от слова зах-улус происходит русское слово захолустье. Вот такое вот тоже интересное слово. Зах — это потолок, прошу прощения, воротник или край чего-то. Еще одно слово, если зах — это верхнее, то низ, подол, будет означать в калмыцком языке звучать как хорма. Хорма. Например, хорма у платья, хорма у длинной шубы и так далее. Это хорма будет называться, подол. Еще одно важное слово, которое нужно знать, это слово махла. Шапка. Махла, махла, махла. В некоторых диалектах русского языка до сегодняшнего дня сохраняется слово «шапка» в звучании «малахай». Это как раз-таки есть одно из тех монгольских слов, которые попали в русский язык. Еще одно слово, которое достаточно важно, это слово «беля». Беля, беля, беля — это перчатки или рукавички, или рукавицы. Беля. Сегодня мы не только спасаясь от холода, надеваем на руки перчатки, но также или рукавички, но также и когда хотим защититься от каких-то инфекций. А потому слово «беля» можно использовать и по отношению к медицинским или вот таким вот простым перчаткам, которые используют в магазинах.
Еще одно слово уже достаточно давно забылось в современном калмыцком языке. Это слово туфли. На калмыцком оно звучит как сёке, сёке, сёке. В калмыцком фольклоре, во многих произведениях на Туду-Бичик и не только, это слово еще есть. Но, к сожалению, в современном калмыцком языке, где огромное количество слов совершенно обидным образом забыто, слово сёке вошло в их число. Сёке — это туфли, причем как и мужские, так и женские. Еще одно слово происходит из тюркских языков. Это слово обувь вообще, башмаки. Оно звучит как башмык, башмык, башмык. Причем башмык — это и один башмак, и пара их тоже будет башмык. Это слово используется только в единственном числе. Единственное, правда, если мы зайдем в большой магазин, где продается очень много обуви, то мы будем говорить на него башмыгут, например. Но по отношению к своей паре обуви мы говорим в единственном числе башмык. Еще одно слово вообще никогда не употреблялось волжскими калмыками. Оно имеется в языке айратов Синдзяна. Это слово шаха. Шаха, шаха. Шаха — это вообще обувь, или сейчас в большинстве называют так кроссовки. Это слово и айратов Синдзяна. В калмыцком языке слова кроссовки нет, но так как мы практически все их носим, я решил ввести его. Вы можете запоминать, а можете не запоминать это слово, так как его в калмыцкой традиционной культуре я не встретил. И последнее слово — это стелька. Стелька по-калмыцки будет звучать как ультрык, 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 ультрык. Это стелька. Дорогие друзья, вот такие интересные слова с длительной историей мы изучили с вами на нашем 10-м уроке. Это золотая середина, а потому мы бы хотели встретиться с вами, как говорят, лицом к лицу в центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» 29 апреля. Время, когда вам будет удобно прийти на встречу со мной и со всей командой Радио Бумба, пишите в комментариях под этими видеозаписями. Sen minde beten.